Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый день. На календаре сегодня 22 ноября, день недели, вторник. И вместе с вами вновь я, Дарьян Кехова. И вот, что мы подготовили сегодня для вас, дорогие наши телезрители. Ну, во-первых, сегодня профессиональный праздник отмечают психологи. Поэтому, если у вас среди ваших близких есть кто-то, кто работает в этой прекрасной сфере, у вас есть уникальная возможность поздравьте своего близкого с этим праздником. Для этого вам нужно будет лишь отправить ваше сообщение на номер телефона, который вы видите прямо сейчас на экране, либо на наш телеграм-канал. И я обязательно постараюсь успеть и поздравить вашего близкого в прямом эфире республиканского телевидения. А этот праздник, кстати говоря, не носит официальный характер, однако является профессиональным для всех специалистов в области психологии. Специально к этой дате наши коллеги из Нерюнгри подготовили небольшой материал. Оставайтесь с нами и обязательно узнаете. А еще интересная такая тема для обсуждения. Станет ли 31 декабря выходным? Сегодня это обсуждают во многих регионах нашей страны, но ответ услышите также в течение нашего эфира сегодня. Ну и, конечно же, нас ждут традиционные рубрики, такие как «Устами младенца», «Говорим правильно», «Книжная полка». И сегодня, конечно же, у нас будут интересные гости. Ну а на какие темы вы узнаете чуть позже. Ну и, как всегда, конечно, коллеги из новостного отдела подготовят полезные, а самое главное, актуальные новости к этому моменту. Ну и, как всегда, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Поэтому, действительно, если есть желание как-то присоединиться к нашему эфиру, поторопитесь, постарайтесь. На это есть ближайший час. Ну и, конечно, давайте, как всегда, начнем наш эфир с рассказа о погоде. Вильфан предупредил об аномальном холоде в некоторых регионах России. Так, температурный фон на 14-16 градусов ниже нормы ожидает Челябинскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую область и юг Краснодарского края, а также Хакасию и регионы Западной Сибири и Урала. В некоторых из них морозы будут достигать 37 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфан. Метеорологи отметили, что самая низкая температура в ближайшие дни ожидается в Якутии и на Чукотке. Минус 34-42 градуса и 40-44 градуса соответственно. Но я думаю, что эта аномальная температура не максимальная для нашего региона, да, потому что жители Якутии готовы и к суровым морозам. Но на самом деле действительно синоптики прогнозируют, что такой хороший мороз ожидается во многих регионах нашей страны. Ну а тем временем в центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 39 градусов. В Заречной группе 26-39 градусов ниже 0. В южных районах 37. В Вилюйской группе 32-29, в Нижнеленских до минус 36. В западных 25-33 градуса ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов 37 со знаком минус. В Янских 32-40 ниже 0, на северо-западе до минус 39. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 29. В анонсе я уже сообщила вам, дорогие наши утренние телезрители, о том, что сегодня отмечают свой профессиональный праздник психологи. Какие же еще знаменательные даты в календаре мы узнаем сегодня. На календаре 22 ноября. Сегодня отмечают День сыновей, в России День психолога, День словарей и энциклопедий. По народному календарю Матрёна зимняя. По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман – оттепели. Этот день в истории. В 1605 году в Кракове состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек и Лжедмитрия I. В 1941 году, 22 ноября, начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны. В этот день из Ленинграда за продовольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков. «Дорога жизни» официально функционировала до марта 1943 года, когда после прорыва блокады было восстановлено железнодорожное сообщение Ленинграда
Калининграда со страной. В 1956 году в этот день открылись 16-е летние Олимпийские игры в Мельбурне. В 1960 году в Советском Союзе была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец». Первый «Запорожец», образцом для которого послужил итальянский «Фиат 600», на год своего появления стоил 16 тысяч дореформенных советских рублей, и первая партия машин вмиг была распродана. В 1963 году в этот день в Далласе убит Джон Кеннеди, 35-й президент США. В 1990 году, 22 ноября, Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра, не сумев победить в первом туре выборов лидера консервативной партии из-за внутрипартийных разногласий. В этот день родились Владимир Даль, русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря; Шарль де Голль, французский военный и государственный деятель, 18-й президент Франции; Лазарь Каганович, советский партийный и государственный деятель; Родион Малиновский, советский военачальник, государственный деятель, маршал и герой Советского Союза; Михаил Миль, советский ученый, конструктор вертолетов. В этот день также родились Николай Добронравов, советский российский поэт-песенник, и Виктор Пелевин, российский писатель. Именины сегодня у Александра, Алексея, Антона, Виктора, Дмитрия, Ивана, Ильи, Иосифа, Константина, Матрёны, Порфирия, Семена, Тимофея и Федора. День психолога 2022 года должен в очередной раз подчеркнуть важность профессиональной работы именно этих специалистов. Ведь от них зависит то самое душевное равновесие и возможность посмотреть на, казалось бы, нерешаемые проблемы совершенно с другой стороны. Ежегодно в этот праздник проходят различные конференции, семинары, лекции, на которых поднимаются темы из рабочей практики. Также рассматриваются проблемы и достижения современной психологии. Не обойтись, конечно же, и без торжественных мероприятий, концертов, банкетов и поздравлений в кругу коллег и близких людей. О значимости этой профессии и о людях, которые помогают другим, в сюжете наших коллег из Ленска. Екатерина Кузнецова – психолог женской консультации, основатель школы молодых мам, консультант студии Йога Терра, успешный и грамотный специалист, постоянно совершенствующий в своем направлении работы, отдающий любимому делу всю свою жизнь. Девушка более 10 лет работает с женщинами, готовящимися стать мамами. Спектр достаточно большой работы. Да? Основная моя сфера деятельности – это работа с абортницами, да, с женщинами, которые решили идти на аборт. Это консультирование беременных. Это моя любимая категория. Вот. Это индивидуальные консультации по запросам. Я работаю с перинатальными потерями, то есть с мамочками, кто пережил потерю либо внутриутробно, да, либо при родах. Это психологическое бесплодие, ну и масса других индивидуальных запросов, с которыми могут ко мне приходить женщины. Лилия Кругликова – одна из учениц школы беременных. Девушка ходила на курсы, ожидая второго ребенка. Лилия рассказывает, что, посещая консультации, она узнала много нового для себя, а главное, была психологически готова к предстоящим родам. Катя простым, доступным способом доносит очень важную информацию. И как она сказала однажды на консультации, что всего, чего бы мы боимся, мы просто этого не знаем. Если нужны какие-то советы, пишу Кате, вопросы, все. Катя всегда на связи, всегда доброжелательна, молодец. Очень нравится мне общаться и получать информацию от Кати. Вот. И как специалист в своей области очень Катя обладает большими знаниями. И с удовольствием с нами делится. Для коллег Екатерина – ценный специалист, скорая помощь в решении многих непростых вопросов. С Екатериной Вадимовной нам очень и очень повезло. Это человек своего дела, она очень увлечена своей профессией. И мы все дружно идем за ней. Если бы ее не было, может, наша работа не была бы такой интересной, как сейчас происходит. Все женщины, которые встают на учет, мы обязательно отправляем Екатерине Вадимовне. Она их всех с ними беседует и разговаривает. Все, кто-либо обращался к нам по беременности. Профессию героиня нашего сюжета выбрала не случайно. Мама девушки – психолог с 25-летним стажем. Сама Катя начинала свою трудовую деятельность в студенчестве, подрабатывая в школьной гимназии. После была психологом в МЧС в городе Иркутск. А в 2011 году Екатерина приехала в Ленск. Здесь она устроилась в коррекционную школу, но спустя некоторое время поняла, что все-таки хочет быть специалистом в сфере экстремальной психологии и сменила место работы. И это была мечта – работать в этой структуре. Вот. Поэтому 5 лет я проработала в должности психолога.
Вот. И дальше я уже решила продолжать свою деятельность в женской консультации на постоянной основе. То есть я и до этого работала в женской консультации, да, но внешним совместителем. Екатерина – известный и востребованный психолог города. Она одна из немногих, кто действительно помогает в решении многих проблем. Девушка отдает своей работе полностью. Несмотря на то, что я очень много отдаю этому, для меня это колоссальный ресурс, когда я вижу этот результат, когда я вижу действительно изменения в своих клиентах, в своих пациентах. И это сподвигает меня к еще большей отдаче, да, то есть каким-то новым проектом мне хочется делать, отдавать. Сегодня Екатерина мечтает открыть школу молодого родителя. Также у героини нашего сюжета и ее единомышленниц назрела идея создать клуб для девочек. Все ее достижения, признается Катя, стали возможными благодаря ее коллегам, которые поддерживают, помогают, а главное, верят в ее успех. Светлана Полеева, Александр Ильчук, Виталий Андреев, Ленск. Вот такая замечательная Катя, да, как называют ее местные жители, проживает в городе Ленске. И действительно, ее вклад в развитие того самого здоровья всех жителей, особенно матерей, да, он огромен. И я бы очень хотела, чтобы подобных специалистов, именно психологов, было в нашей республике как можно больше. Конечно, без них сейчас никак. И зачастую люди обращаются к психологу, когда они находятся в очень сложной жизненной ситуации. И говоря вообще о значимости данной профессии в жизни человека и общества, мы сегодня поговорим на не менее важную тему и особенно актуальную для нашего региона тема медицинских вытрезвителей. Так, министр внутренних дел Владимир Колокольцев считает необходимым развивать систему вытрезвителей на территории всех регионов нашей страны, в особенности там, где есть сложный климат. Так, выступая перед Советом Федерации, он озвучил статистику, что только за прошлый год было выявлено более 400 тысяч человек в алкогольном опьянении, и только лишь 50 тысяч было доставлено в специализированные учреждения. Значимость открытия вытрезвителей для нашего региона, как самого сурового по климатическим условиям, особенно актуальна сегодня. И, конечно, на эту тему мы поговорим с нашим утренним гостем, который будет в этой студии буквально через небольшую короткую паузу, поэтому оставайтесь, и позже мы продолжим эту тему. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Указом главы республики установлены единовременные выплаты для раненых военнослужащих и родственников погибших бойцов. Правительством предусмотрена выплата в размере двукратной величины прожиточного минимума при выезде одного члена семьи или близкого родственника к месту лечения раненого участника спецоперации и 1 000 000 рублей в случае гибели бойца. Военнослужащему предоставят 500 тысяч рублей в ситуации получения легкого увечья, 750 тысяч рублей при тяжелом ранении. Встречу с матерями мобилизованных якутян провели в Якутске. Темой стала передача книг со стихами народного писателя Якутии Семена Руфова родным военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Стихотворный сборник карманного формата был издан детьми писателя на собственные средства. Книга с алгысом и стихами о малой родине выпущена специально для мобилизованных якутян. Тираж 500 экземпляров раздадут близким участников спецоперации, а также отправят в Москву, где в госпиталях книга поддержит раненых бойцов. Сюда вошли немногим более 20 стихотворений Семена Титовича Руфова, которые он написал в разные годы, когда он учился в Литинституте, да, и скучал по своей семье, по своим 3, потом 4 детям. Сюда зашел первый — это алгыс своему читателю, благопожелание, чтобы он не боялся ничего, был крепок и могуч. Здесь еще есть стихи о нашей республике, о нашей столице, городе Якутске. Правительство России установило количество квот приема на целевые места. Так, большинство бюджетных мест по направлениям подготовки медицинских кадров станут целевыми.
Например, для абитуриентов в следующем году 75% мест по специальности лечебное дело и 76% по педиатрии станут целевыми. Помимо этого, правительством страны все места по дефицитным специальностям ординатуры определены целевыми. Также 70% целевых мест выделены для будущих специалистов в сферах самолета и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Благотворительная акция «Елка добра» стартовала в Якутске. На протяжении 7 лет ежегодно ее реализуют в формате эстафеты добрых дел. Инициатор, общественная организация «Город добра», проводит акцию совместно с окружной администрацией столицы. За эти годы, благодаря «Елке добра», якутяне исполнили желания многих воспитанников детских домов и коррекционных школ. В прошлом году участники приобрели свыше 900 подарков для детей. К акции может присоединиться любой желающий, выбрав на «Елке добра» открытку с именем ребенка и приобретя для него новогодний подарок. С 2019 года акция стала уже общереспубликанской, и за эти 6 лет исполнено очень много желаний наших маленьких друзей. Конечно, в этом году здесь будут принимать участие еще и подарки покупаться для детей мобилизованных и участников специальной военной операции. Благодарим наших коллег из новостного отдела и продолжаем наш утренний эфир. И до ухода на короткую паузу мы анонсировали о том, что будем говорить сейчас мы на тему вытрезвителя, который, конечно же, работает в нашей столице. И подробнее на эту тему мы поговорим с нашим утренним гостем. Это Елена Григорьева. Она является заведующим отделением социальной адаптации Терях. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Расскажите, почему вдруг решили открыть так называемый вытрезвитель именно на базе вашего учреждения? Потому что, наверное, многие думают, что раньше все-таки вытрезвители это была структура все-таки МВД. Да. Ну, я коротко расскажу про наше отделение. Да, у нас отделение – это структурное подразделение Республиканского комплексного центра социального обслуживания. Свыше 25 лет именно мы специализируемся по работе с лицами без определенного места жительства и имеем большой опыт по этому направлению. И решение принято правительством Республики Саха-Якутия по поручению заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольги Валерьевны Балабкиной при поддержке министра труда и социального развития Волковой Елены Александровны. Мы сейчас укрепляем материально-техническую базу и расширяем функциональные обязанности отделения. И готовы работать с населением, которое находится в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то есть вытрезвитель был на базе вашего учреждения уже давно, да? Просто буквально, наверное, неделю назад все средства массовой информации обсуждали эту новость, да? Как будто бы он только появился у нас. Да, поручение мы получили 26 августа. Это поручение правительства Республики Саха-Якутия. Там охват берет такие учреждения, как Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство труда и социального развития по Республике Саха-Якутия. То есть еще с августа ведется работа уже, да, в этом направлении. А как будет работать вообще вытрезвитель? И все-таки это государственно-частное партнерство, да, или федеральное финансирование? Это государственное бюджетное учреждение. Мы в рамках государственного задания будем работать. Политика по алгоритму действий вытрезвителей. Да, вы, наверное, все уже поняли, что слово «медицинский» упразднили, остается только «вытрезвитель». Вытрезвление будет осуществляться естественным путем, то есть лица, доставленные, помещаются в отдельные комнаты временного пребывания до 24 часов. Мужские и женские это раздельно. И мы будем предоставлять услуги по санитарной обработке, первичный медицинский осмотр, да, врачебная помощь, содействие и в ориентации в окружающей обстановке. И водно-питьевой режим. То есть мы сейчас видим кадры, да, как происходит, в принципе, работа, да. А вообще, сколько места у вас есть? Это все-таки мы должны же понимать, что ограничено, да, все? Но по состоянию на сегодняшний день у нас выделено 10 койко-мест для лиц в алкогольном опьянении. Но сейчас идет работа по расширению и по масштабированию по регионам Республики Саха-Якутия.
Вот. А тогда возникает сразу вопрос, а кто будет заниматься, да, доставкой, да, вот именно перевозом этих людей, да, или все-таки в частном порядке, ладно, хорошо, если человек понимает, что ему плохо, он может обратиться. Но зачастую мы сталкиваемся с такими моментами, да, когда мы видим просто прохожих на улице, которым необходима та самая помощь, да, куда обращаться, кто ответственен за то, чтобы этот человек оказался в вашем учреждении? По поручению рекомендована доставка таких лиц Министерству внутренних дел по Республике Саха-Якутия. То есть обращаемся все-таки в полицию? Да, обращаемся только в полицию. В полицию, и они уже привозят к вам человека? Да, но до приема в наше учреждение они должны пройти медицинское освидетельствование, это Якутский наркологический диспансер, и также должны пройти личный досмотр вещей на колющие, режущие, да, признаки, и вот после этого только процесс. То есть, Елена, вы сказали, только 24 часа они у вас находятся, да? До 24 часов. А далее? Далее они по месту прибытия, пребывания, да, мы их выписываем, или мы предлагаем дальше адаптироваться в нашем учреждении Терях, либо мы направляем их на лечение. В больницу. Да. А вообще какую-то выписку получают, может, ставите на учет этих людей? Вот здесь тоже такой, да, немаловажный вопрос, да, потому что многие, наверное, может быть, и хотели бы обратиться, да, и, возможно, боятся, что это платно, возможно, боятся, что передадут информацию в какие-то органы, да, и поставят на учет. Нет, на учет мы не ставим, мы при выписке выдаем им направление на добровольное лечение. Если они согласны, то уже обращаются самостоятельно в лечебное учреждение. А если нет, то только по заявительном характере они уже могут по вытрезвлению уже. И все бесплатно? Да, в рамках государственного задания. Угу. Но вот на сегодняшний день вообще сколько человек, да, как часто попадают к вам, и есть ли свободные эти места, или все-таки зима на улице, да, сейчас, наверное, количество людей, особенно бездомных, да, увеличилось резко? Да, в основном, когда доставляют лиц без определенного места жительства, да, которые ведут социальный образ жизни. Ну, статистика сейчас у нас всего прошли 22 человека, из них 23 мужчины, 1 женщина. И вот по климатическим условиям мы сейчас будем смотреть, наверное, койки будут наполняться. А вообще, как вы считаете, какую проблему могут вообще решить вот самые вытрезвители? Потому что в советское время-то, казалось бы, как будто бы их было много, а сейчас вот как будто они исчезли. На самом деле вот все возрождается, все работает. Вот какую основную проблему решат они? Но сейчас модель вытрезвителя, она более отличается от тех, которые работали до ликвидации, да? И в данный момент они будут находиться до 24 часов и будут писать согласие, чтобы пройти вот вытрезвление естественным путем, получается. И у нас в отделении они только доврачебную помощь будут получать. Но мы надеемся, что эта структура поможет снизить преступность, да, повторные правонарушения. И самое главное – это охрана здоровья и жизни человека в наших суровых климатических условиях. Елена, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Конечно, благое дело, да, вы вместе со своими коллегами делаете. Ну и, конечно, еще раз напоминаем, дорогие наши телезрители, если вдруг вы оказались в сложной ситуации, да, либо вы стали свидетелем, да, того, как человек, допустим, нуждается, да, в этом, вы можете обратиться, конечно же, в правоохранительные органы, да, а они впоследствии обратятся вот в центр Терях и обязательно им окажут помощь. Все это безвозмездно. Спасибо еще раз. Спасибо. А тем временем челябинская компания запустила производство непропускающих холода матрасов для армейских подразделений из ПЭТ-бутылок и текстильных отходов. В следующем сюжете мы вам расскажем, насколько это экологичный процесс. По словам руководителя отдела маркетинга компании Елены Коваленко, на предприятии вторсырье проходит несколько этапов глубокой переработки. Все производится по стандартам ГОСТ. Наполнители двух видов. Мы производим объемные наполнители из текстильных волокон и синтетических волокон. Все это является результатом переработки вторичного сырья, ПЭТ-бутылки и текстильных отходов.
Это полуфабрикат, из которого впоследствии шьется готовая продукция. Матрасы для диванов, детские матрасы, подушки, другие декоративные элементы мягкой мебели. Таким образом, благодаря производству специального нетканного материала матрасы не пропускают холод, а изделие получается мягким, износостойким и сохраняет форму. К нам поступает вторичное сырье. Оно проходит несколько этапов глубокой переработки. Бутылка, например, моется в несколько этапов, дробятся на флейки. Флейки поступают на производство волокна, из них переплавляется, получается волокно. Волокно поступает на производство нетканых материалов. А там уже делают либо наполнители для матрасов, либо утеплители для одежды, либо геосинтетические материалы для строительства дорог. По сообщениям СМИ со ссылкой на директора предприятия Дину Грибанову, в начале лета компания уже поставила такие матрасы в качестве гуманитарного груза на освобожденные в рамках СВО территории. Кроме того, Грибанова пояснила, что компания полностью выполнила правительственный заказ на изготовление 4000 матрасов за 2 суток благодаря уникальному для России оборудованию. А тем временем региональные представители средств массовой информации в конце прошлой недели выехали в Чеченскую Республику. Их там обучают навыкам оказания первой медицинской помощи, самообороны и как можно и осветить вообще, и что разрешается освещать в зоне специальной военной операции. Далее всех их определят по различным точкам. От имени нашего телеканала в Чеченскую Республику выехали корреспондент Александр Хавренко и оператор Петр Шестаков. Мы очень надеемся на то, что наши ребята пройдут все сборы и будут делиться с нами и будут отправлять нам материал о буднях наших мобилизованных, которые сегодня задействованы на спецоперации. Да, мы очень переживаем, конечно, за наших ребят, но мы уверены, что наши специалисты получат новые навыки. И, конечно, мы обязательно увидим те самые хорошие материалы. Мне кажется, что именно для этого мы их туда и отправили. И поэтому Шестакову Пете, да, и Александру Хавренко мы все-таки передаем пламенный привет и ждем от вас материалы. Ну а тем временем Александр Хавренко, журналист, везде журналист, уже в первый же день снял материал. И мы готовы посмотреть его прямо сейчас. Мы находимся в самом центре Чеченской Республики, в городе Грозный. Это 0-й километр, и отсюда начинается отсчет всех дорог, ведущих из этого прекрасного города. Грозный это уже давно стал туристическим городом. Что же может турист посмотреть за один день? Давайте попробуем это сегодня выяснить. Ну и начнем мы с главной достопримечательности города. Это, конечно же, одна из крупнейших мечетей во всей Европе, сердце Чечни. Строительство мечети было завершено в 2008 году. Как я уже говорил, это одна из крупнейших мечетей во всей Европе, и в ней может поместиться до 10 тысяч человек. Вход в мечеть разрешен абсолютно всем, и мужчинам, и женщинам. Главное – соблюдать нестрогие правила. Не носить футболок, не носить шорты. Для женщин специальная одежда, обязательно платок на голову. И, конечно же, не забывайте снять обувь перед входом в мечеть. В Грозном вы очень часто будете видеть вот такие башни. Это называется башни войнахов. В средние века они использовались как для обороны, так и для жилья. Иногда одна башня могла совмещать в себе и ту, и другую функцию. Сейчас же эти башни присутствуют везде. На магнитиках, на тарелочках и продаются в качестве сувениров. Еще одна достопримечательность Грозного – это район Грозный-Сити. 7 небоскребов, самый высокий из которых 40 этажей, в которых расположились гостиницы, бизнес-центры, конечно, жилые дома. И, как говорят местные, в этих жилых домах самая дорогая недвижимость в Грозном. К сожалению, сейчас нет здесь смотровой площадки, с которой можно было бы посмотреть на город. Она находится на реконструкции, но местные жители нам подсказали место, откуда можно посмотреть на Грозный с высоты птичьего полета. Туда мы сейчас и отправимся. Всего каких-то 10-15 минут на такси из центра Грозного. И вот мы на самой высокой точке города Грозный. И отсюда вся столица Чечни как на ладони. И, по-моему, это самое идеальное место для того, чтобы завершить наше небольшое путешествие по столице Чечни.
Я думаю, уже к Новому году обязательно наши ребята вернутся и будут встречать Новый год в кругу своей семьи. Мы их очень ждем. Ну а тем временем Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Как выяснили «Известия», этот законопроект получил положительное заключение правового управления Нижней Палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Примечательно, что документ внесли в Нижнюю Палату еще в 2020 году. В Комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. В некоторых фракциях инициативу не поддерживают. В КПРФ, например, считают, что у хорошей хозяйки заранее все должно быть готово. Эксперты считают, что свободный от работы 31 декабря поможет все-таки создать атмосферу праздника в этом непростом году. Ждем, конечно, конечного результата. Будет ли 31 декабря выходным, узнаем чуть позже. Но мне кажется, как правильно говорят в КПРФ, у хозяйки все должно быть готово заранее. И к Новому году мы, женщины, обычно готовимся прямо уже с первых числах декабря. Поэтому, я думаю, ничего сложного в этом нет. Поэтому 31-го, возможно, и будем работать. А почему бы и нет? Ну а тем временем перенесемся в Америку. 33-сантиметровые ступни сделали жительницу американского Хьюстона Таню Херберт рекордсменкой в книге рекордов Гиннесса. Представляете, 33 сантиметра стопа. При росте почти 208 сантиметров Таня является обладательницей самых длинных стоп. При этом ее размер обуви составляет 50-й размер. У нее, конечно, имеются определенные сложности. Ей приходится искать обувь. Очень сложно ее, конечно, найти. Но есть такие магазины, которые специализируются на продаже обуви больших размеров. И вот теперь есть у нее те самые 30-сантиметровые ступни, и которые вот ей помогут, наверное, я не знаю, стать еще более звездной. Но попала все-таки в книгу рекордов Гиннесса. 50-й размер ноги. Извержение вулкана Шевелуч продолжается на Камчатке. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. На кадрах можно увидеть, как пепел поднимается из жерла на высоту нескольких метров и распространяется по территории вокруг вулкана. По сообщению ученых, шлейф выброшенного пепла протянулся на 10 километров в северо-восточном направлении к Озерному заливу. Извержению был присвоен оранжевый код авиационной опасности. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что в настоящий момент не было зарегистрировано выпадение пепла в ближайших населенных пунктах. В ведомстве также заявили об опасности авиаперелетов и призвали все-таки туристов не приближаться к вулкану. Напомним, Шевелуч – один из крупнейших камчатских вулканов, который активизировался из-за землетрясения, произошедшего в районе Аляски 29 июля. А в это воскресенье, 27 ноября, в нашей стране будет отмечаться самый дорогой и любимый праздник – День матери. Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечали подобный праздник. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Указ о праздновании этого дня был подписан в январе 1998 года. Тогда с инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы Российской Федерации по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник. Невозможно, конечно, поспорить с тем, что этот праздник – это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – это самый главный человек. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. И сегодня, в преддверии этого замечательного праздника, мы провели небольшой опрос о мамах. На наши вопросы коллеги наши ответили учащиеся 2 класса 17-й школы города Якутска. Давайте посмотрим. Ваня, расскажи про свою маму. Мою маму зовут Анна Афанасьевна. Она раньше работала в полиции. Еще мы очень любим с ней проводить много времени. Она любит готовить, и мы делаем домашние задания.
Мама – это самое главное. Мою маму зовут Анастасия. Она работает в университете. У нее есть свое хобби. Она любит фотографировать, все красивое. И она шьет отличные наряды. И я люблю свою маму. Мою маму зовут Савинова Марина Терентьевна. Она любит готовить, любит почти все, что угодно, любит нас. Семья у нас держится только на маме. Мама очень хорошо одевается. Мою маму зовут Людмила Сергеевна. Она очень любит готовить чебуреки и мясные изделия. Мы плаваем в бассейне Чолбон. Я люблю свою маму. Мы очень любим друг друга. У нее фамилия Охлопкова. Мою маму зовут Лариса. Я люблю свою маму, она вкусно готовит мои любимые блюда. Люблю есть вкусную пиццу, которую моя мама приготовила, и вкусные пакети. Мне нравится, как она делает жаркое. Получается очень вкусно. Играет с нами иногда в настольные игры. Еще она очень красивая. Она еще устраивает классные праздники нам с сестрой. Мы с ней играем, любим всей семьей смотреть фильмы. А это мы ходим в лес за ягодами и грибами. И катаемся на самокатах. Любит улыбаться, смеяться. Я люблю ее радовать. И она тоже любит. Мы любим ходить в парки. У нас есть беговая дорожка. Мама моя любит яблоки. Она пироги готовит. Моей маме где-то 40 лет. Моя мама работает инженером. Она проектирует школы, детские сады, кафе. Мама добрая, всегда поймет, даст совет на случай и всегда поддержит. Честная, она очень честная, еще молодая, ей 32 или 33 года. Мама красивая, добрая. Мама все делает, чтобы у нас была отличная семья. А мама сейчас работает? Нет, она сейчас на пенсии. Дома сидит, да? Да, она пенсионерка. Я с мамой хожу в школу. Я с мамой гуляю, хожу в кафе, в магазин. А что бы ты хотела пожелать своей маме? Счастья и без болезней, чтобы она была. Я очень хочу похоже быть как мама. Я люблю свою маму. Я очень люблю свою маму. Люблю свою маму больше вселенной. Замечательные ребята, замечательные слова. И действительно, устами младенца истина гласит. Отметим, что в регионе в нашем этот год был объявлен Годом Матери. И этот праздник, конечно, будет отмечаться в это воскресенье. Ну и до окончания этого года будут проходить различные мероприятия, посвященные вообще этому знаменательному году, Году Матери. Ну а мы, пользуясь случаем, поздравляем всех матерей с этим наступающим праздником и просим всех вас обязательно в этот день поздравить ваших матерей и сделать им какой-нибудь сюрприз. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и следующая рубрика – это «Говорим правильно». Сегодня мы поговорим с вами о происхождении такого фразеологизма, как «Пирова победа». Доброе утро, дорогие телезрители! Когда мы слышим выражение «Пирова победа», то мы можем ошибиться в его значении, потому что слово «пирова» нам немножко мешает. Мы думаем, что пирова – это какая-то победа, связана с празднеством, связана с пиром после этой победы. Но на самом деле это не так. Фразеологизм «Пирова победа» имеет свои истоки в античном мире. И пир – это вовсе не пир в нашем понимании, а имя древнегреческого царя. Этот царь Эпира Пир, одержал победу над римлянами. И
эта победа досталась ему очень высокой ценой. Он даже воскликнул после того, как римляне отступили, а он посчитал свои потери, что если еще одна такая победа, то он останется без войска. И в действительности так и произошло. Через год римляне взяли реванш, и армия Пира была разгромлена. Сейчас мы говорим с вами «Пирова победа», когда говорим о каком-то событии, о каком-то достижении, которое несет потери, или о приобретении, которое за собой несет убытки. Примером из истории русской Пировой победой можно назвать взятие Наполеоном Москвы. Это тоже была Пирова победа. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Наша рубрика «Говорим правильно» тесно взаимосвязана с постоянной рубрикой «Книжная полка». Тут ведь и объяснять ничего не стоит, ведь все знают, кто много читает, тот правильно и грамотно говорит. Ну а самое главное, богато владеет тем самым русским языком. А в этом обзоре нашей рубрики «Книжная полка» мы поговорим о 20-х годах в Америке. Чем знаменито это время и о чем же писали тогда писатели? Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 НВК Саха мы окунемся в Америку 20-х. А это шумные вечеринки и эпоха джаза. И все это о романе «Великий Гэтсби», который был написан замечательным писателем Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Сейчас в руках я держу сборник романов этого замечательного писателя. Наряду с романом, который мы сегодня будем рассматривать в этой рубрике, такие романы, как «По эту сторону рая» и «Последний магнат», но, в общем-то, сегодня не об этих романах, а о Великом Гэтсби. Великий Гэтсби – это один из шедевров литературы. Главный герой – это воплощение двух противоположностей. Наивный мечтатель, щедрый романтик с одной стороны и делец, стремящийся к богатству и успеху с другой. Вся его жизнь подчинена стремлению завоевать любовь молодой девушки по имени Дейзи. Ради этого он покупает виллу рядом с ее домом, где закатывает бесконечно шумные вечеринки, на которые приезжают толпы гостей. За всем этим происходящим мы наблюдаем глазами Ника Каруэя, который приехал в Нью-Йорк для того, чтобы заняться банковскими и финансовыми делами. Гэтсби верен своей мечте и спустя 5 лет вновь встречается с Дейзи. Все это произведение построено на драматических сценах, что делает это произведение более ярким и живым. Также здесь меня очень зацепило то, что насколько детально проработаны психологические портреты каждого из этих главных героев, то есть характеры, мимика, жесты, приятный слог, обилие метафор, сравнений, гипербол, тщательно подобранных эпитетов, но, тем не менее, никто из главных героев не вызывает симпатии. Меркантильность, алчность, лицемерие – вот что характеризует общество, в которое попадает Ник. Неудивительно, что через какое-то время ему это все осочерствеет. Как по мне, так это произведение мне показалось довольно коротким. Казалось бы, только берешь книгу в руки, а уже находишь себя на заключительной странице. Я рекомендую эту книгу и желаю вам приятного чтения. А также позвольте напомнить, дорогие друзья, что эту и другие книги вы можете одолжить в нашей национальной библиотеке или прочесть их в электронном варианте в Литрес абсолютно бесплатно с помощью нашего читательского билета. Еще одна назальная вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Клинические исследования нового препарата пройдут на базе Санкт-Петербургского научного исследовательского центра «Экобезопасность». Новая вакцина кардинально отличается от спутника. Препарат разработан на основе так называемых вирусоспособных частиц, которые при попадании в организм распознаются как коронавирус и вызывают соответствующую реакцию иммунной системы. В Петербургском научном центре уже объявили о наборе добровольцев. За участие добровольцам обещают вознаграждение по 2000 рублей за каждое посещение медцентра. Мы уже рассказали об особенностях существующих на рынке назальной вакцинации. Это действительно очень удобная форма получения вакцины от коронавируса.
Между тем, в столице нашего региона учреждение здравоохранения совместно с Министерством спорта и региональным банком «Алмаз-Эрген» запустили акцию для наших горожан. Что же это за акция и что она дает жителям нашей столицы, узнаем сегодня. И мы пригласили в студию наших утренних гостей Любовь Бурнашова и Александра Бугаев. Доброе утро. Доброе утро. Что за интересная акция, да, вообще в чем заключается ее смысл и кто может стать участниками? Ага. Ну, во-первых, надо сперва отметить, что диспансеризацию должны проходить все жители Якутии, да, начиная с 18-летнего возраста каждые 3 года, да, и начиная с 40 лет уже каждый год каждый человек должен проходить диспансеризацию. Что это такое? Это профилактический медицинский осмотр, когда у человека выявляется та или иная болезнь, да, или выявляются факторы риска развития тех или иных болезней, да, чтобы предупредить развитие дальнейшее. Да. И человек, когда проходит диспансеризацию, вот через каждые 3 года, как я уже сказала, или каждый год, да, то человек уже динамически уже наблюдает за своим здоровьем. То есть это такое мера профилактики? Это, да, всегда легче предупредить болезнь, чем лечить, да? А что касается акции и почему, да? В общем, благодаря нашему правительству пилотный проект запущен, да, и в большей степени мы решили, что необходимо еще раз акцентировать людей на свое здоровье, на приверженность к здоровому образу жизни. В общем, поэтому благодаря нашим коллегам Министерства спорта запустили такую акцию. Это пилотный проект. Ну, тогда вопрос, каким образом Министерство спорта поддержало эту акцию по диспансеризации? Да, ну все-таки вот занятия физкультурой и спортом – это улучшение здоровья, да, поэтому мы вот поддержали инициативу коллег из Министерства здравоохранения, значит, да, в целях социальной поддержки вот тех или иных категорий граждан. И это, как уже Любовь сказала, пилотный проект. И вот 2 бассейна в городе Якутске, это бассейн Чолбон и бассейн Самородок. Для всех лиц, которые прошли диспансеризацию, мы предоставляем на эти 2 объекта 25% скидку на посещение бассейнов. То есть система простая, да, проходишь диспансеризацию, да, проверил свое здоровье, далее получаешь ту самую скидку и посещаешь бассейн, и тем самым поддерживаешь здоровый образ жизни. И при этом я хочу отметить, что никуда никто не будет бегать. В общем, эти держатели карт жителей Якутии, они автоматически получат свою скидку. То есть не надо никакие справки, квитанции, ничего не надо. Это все происходит на электронном уровне, взаимодействие, значит, больниц с территориальным фондом ОМОС, далее с Алмаз-Эрген банком. То есть вот здесь возникает участие Алмаз-Эрген банка, да, потому что все участники диспансеризации получают ту самую карту жителей Якутии. Да, скидка будет лежать как раз-таки у держателей этих карт. Уже все автоматически там, то есть человек пришел, расплатился и сразу со скидкой снимает деньги. То есть достаточно удобно, да, сегодня все так в мире, да, уже виртуальных карт, достаточно просто, да? А как можно записаться на ту самую диспансеризацию? Ну, все знаем, что у нас сейчас можно записаться через портал госуслуги, можно позвонить в регистратуру поликлиники, да, своей, или же можно позвонить в единый контакт-центр Минздрава 122. А все-таки это длительный процесс или можно в течение 1 дня пройти полностью диспансеризацию? Диспансеризация сейчас в наших поликлиниках организована таким образом, что первый этап за одно посещение, да, и второй этап при необходимости люди уже тоже также заранее записываются предварительно и за 1 день. Но я еще хочу отметить, что для удобства работающих граждан, да, наша поликлиника сейчас диспансеризацию проводит в вечернее время, да, и в субботние дни.
А вот все-таки, возвращаясь к Министерству спорта, да, вот эта скидка, она будет действовать там в течение определенного времени или она постоянная? Вот здесь сразу вопрос. В течение года. В течение года, а потом уже, гражданин должен еще раз пройти диспансеризацию, и тогда ему еще раз будет предоставляться скидка. Это очень-очень здорово, да. Возможно, потом, есть ли еще какие-то варианты, может, какие-то фитнес-залы будут присоединяться, не только бассейн, правильно? Планируется потом в дальнейшем расширение объектов. Посмотрим, как эта акция пройдет. Да, то есть это пилотный проект, да? Потом. Насколько жители города, да, отреагируют. Да. Интересно даже самой, да, потому что действительно доступ, да, в бассейн сейчас может быть не для всех, и та самая скидка в 25%, мне кажется, будет очень полезна, да? Очень. Почему бы нет? Хорошо. И вопрос такой, а можно ли будет пройти диспансеризацию вот на работе, на рабочих местах для крупных организаций? Такое же ведь практиковалось раньше? Да, и сейчас практикуются крупные предприятия, когда заявку подают, наши поликлиники организовывают свои бригады и выезжают на такие. Но это на крупные предприятия, потому что вы все прекрасно знаете, что участковые терапевты у нас сидят на местах, там у них не только диспансеризация, да, но и обращаются по поводу болезней. Все, спасибо большое. Я думаю, мы достаточно очень информативно рассказали про данную акцию. Еще раз, дорогие наши телезрители, напоминаем вам о том, что все очень просто. Нужно записаться в поликлинику, да, на диспансеризацию, пройти ее. Можно записаться через госуслуги, можно позвонить на горячую линию Минздрава, да. Контакт-центр 122. Контакт-центр 122. Затем получите вы обязательно карту от Алмаз-Эргента, да, Алмаз-Эргентбанка. И, соответственно, далее получите скидку в 25% и будете заниматься спортом, правильно? Правильно. И я надеюсь, конечно, подобные акции приведут к чему? К тому, что все-таки здоровых людей в нашей республике станет больше. Да. Спасибо большое вам. Мы желаем вам доброго утра и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Ну а сейчас мы передаем вновь слово нашим коллегам из новостного отдела. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Стали известны сроки окончания перевозок автотранспорта через реку Лену в сопровождении ледокола по маршруту Жатай-Тихтюр и обратно. Так, по информации Ленского объединенного речного пароходства, перевозки будут совершать до 29 ноября включительно. Соответственно, с 30 ноября официально завершается работа всех паромов. Перебраться на ту сторону реки на автомобиле можно будет с открытием уже ледовой переправы. Ведущие эксперты обсудят механизмы сохранения языков народов России на круглом столе «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики». Его проведут в рамках 4-го Северного форума по устойчивому развитию. Россия в плане сохранения культурного многообразия – одна из передовых стран мира. У Якутии в этом отношении огромный опыт. Ведь 8 из 12 международных конференций, организованных ЮНЕСКО по проблемам сохранения языкового разнообразия, прошли у нас в Якутске, отметил глава региона Айсан Николаев. Круглый стол «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики» проведут 29 ноября в Северо-Восточном федеральном университете. Строительная готовность арктического центра эпоса и искусств в Якутске 31%. Об этом сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям группы ВИЗ. Продолжаются строительно-монтажные работы будущего единого здания Государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Армирование, монтаж опалубки и бетонирование колонн на отметке со 2 по 4 этажи. Ведут разработку проекта временного теплоснабжения и закупку необходимого оборудования. На прилегающей территории перед входной группой здания готовят основания под эспланаду, говорится в сообщении. В строительстве одного из крупнейших культурных кластеров Дальнего Востока заняты более 230 строителей и специалистов. Возможность сделать перерасчет за коммунальную услугу, которой потребитель не пользовался, станет доступна с 1 марта следующего года. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывают площадь жилых помещений. Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие, например, туристические путевки или авиабилеты, говорится в сообщении. Футбольная школа «Спартак Юниор» работает в Якутске с 2019 года. Это масштабный проект для подготовки профессиональных футболистов. Во всех школах применяют методику Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова.
Основная философия Академии – это дать право заниматься футболом каждому ребенку, независимо от его уровня подготовки. На сегодняшний день в школе занимаются более 150 юных футболистов, спортсмены и тренерский состав регулярно повышают свой уровень и обмениваются опытом на выездных стажировках в Москве. Тренировки проходят в спорткомплексе «Дахсун» по аналогии с занятиями в Академии. В школе у нас есть отделение мальчиков, юношей, отделение девочек, которое мы открыли с октября прошлого года. Также мы летом запустили проект молодежного футбола, где наши выпускники уже, которые закончили школу «Спартак Юниор», продолжают уже заниматься футболом уже в таком во взрослом, в студенческом возрасте. И самое главное, нас всех объединяет одно – это любовь к футболу, и мы играем, развиваем наш любимый вид спорта. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Вот таким было утро вторника. И уже завтра в это же время на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» мы вновь встретимся с вами. Ну и, конечно, как всегда, нас ждут интересные гости, полезные советы, новости. Поэтому, как всегда, включайте в 7:00 телеканал «Якутия-24» НВК «Саха». Ну и позвольте вновь напомнить, какая же температура сегодня у нашей столицы. Сегодня на 6 часов утра температура воздуха была на отметке 30 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 29. Одевайтесь теплее, берегите себя. Увидимся завтра. Доброго утра!